Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем наиболее знающих людей. Сегодня мой гость, одна из самых знающих журналистов в нашей стране, Соня Кошкина. Привет. Привет. Соня Кошкина у нас шеф-редактор интернет-издания «Левый берег» lb.ua. Это называется, 4 буквы всего. А смысла много. И много интересных текстов, интересных бэкграундов и так далее. Кроме того, у Сони есть очень развитый телеграм-канал. Наверное, рекордсмен по подписчикам. Да? Я 35 тысяч подписчиков много. С лишним. Почти 35. Но это много для политической журналистики в такой глубокой. Это тебе не развлечение, не задницу показывает, да? Вот. И у нас есть телефоны, кстати говоря, в студии. Через Viber можно позвонить +38 073 419 41 58, или же даже в Skype можно atr.tv. Все, что надо было сказать. Начинаем серьезный разговор с серьезными дамами. У вас тут Wi-Fi не работает. Я хочу нас прорекламировать в моем телеграме, который ты только что прорекламировал. А вот у меня-то не получается. Знаешь, я уже загрузила нашу с тобой прекрасную фото. Ты заранее не подключилась, да? Да. Черт, заболтались. Да. Ну ладно. Вот. Будем надеяться, что нас смотрят, а почитают потом. Да. Начинаем с конца. Сегодняшняя тема. Украинская делегация поехала в ПАСЕ, но не поехала в ПАСЕ. То есть поехали отдельные люди, а делегация не поехала. И при этом как раз у вас на LB.ua вышло прекрасное интервью твое и Саши Демченко с Елизаветой Ясько. Елизавета Ясько – это уникальный по-своему человек. Я о ней вообще не знал, каюсь. Но я прочитал, ей 28 лет всего. Будет 29. Будет 29. Это немало, на самом деле. Немало, но непривычно для нас, да? Для нашего политикума. Но это немало. Это не 18 и не 20. Ну да. Слушай, я как человек, который пришел в парламент работать в 17 лет, и я много раз слышала в свой адрес, мне сейчас 34, я много раз слышала в свой адрес: девочка, сколько тебе лет? Поэтому я категорически против эйджизма, против сексизма. Я считаю, а сама же в этом интервью сказала, что я против эйджизма, Елизавета, но вам все-таки лет, это скорее минус, а не плюс, что вам 28 лет. Нет, просто у Елизаветы есть такое для женщины очень крутое свойство, она очень молодо выглядит. Как для женщины, повторяю, это плюс, а как для главы парламентской ассамблеи ПАСЕ, это на данном этапе, наверное, не минус, это просто особенно. Ну вот интересное интервью, и сегодня как раз украинские народные депутаты отправились в ПАСЕ, но не для участия в сессии, в открытии этой сессии. Руководитель украинской делегации Елизавета Ясько, депутат от «Слуги народа», о котором мы как раз говорили, рассказала Левому берегу, почему так. Послушаємо. Щодо формату участі в наступній сесії, яка пройде в січні, ми будемо приймати рішення в кінці року. Ми будемо брати участь і їздити на переговори. Однак все залежить від результатів консультацій. Ми ж не можемо просто взяти і погодитися з поверненням російської делегації. Як це буде виглядати для українського суспільства? Це буде зрадою, розумієте? Є національні інтереси. Ми не беремо участь у цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво як стратегічно важливе для України. Да, и это был кусок из интервью как раз Сониного с Елизаветой, а сессия все-таки открылась, они без нас как бы ничего особо сильно не страдают, европейцы, и есть уже заявление председателя ПАСЕ Лилиан Паские о возвращении российской делегации, из-за чего, собственно, украинская делегация не заявилась на эту сессию, поскольку на прошлой вернули русские. Послушаем слова Паские и тогда уже обсудим. Навіть в разі найскладніших криз ми не повинні закривати двері для діалогу. Необхідно спілкуватися і обмінюватися думками. Той факт, що російська делегація знову набула місце в рядах асамблеї, дає нам можливість працювати з російським парламентом. Ми можемо обговорювати з ними теми, що представляють спільний інтерес, а також теми, які викликають нашу стурбованість. Ну и, наконец, новость сегодняшнего дня еще одна, уже от нашего народного депутата и прошлого и нынешнего созыва Алексея Гончаренко. Страны Балтии и Грузия отказались от участия в сессии ПАСЕ вместе с Украиной. Послушаем цитату Алексея.
Консультации в Страсбурге с коллегами из группы «Балтик+» – Литва, Латвия, Эстония и Грузия – приняли следующие совместные решения. Не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы. Не принимать участие в открытии сегодняшней сессии. Отдельное спасибо Грузии, делегация которой уже поддержала решение Украины не принимать участие в официальных мероприятиях этой сессии. Ну вот так мы зрителям картину дня примерно описали, что касается ПАСЕ. Что ты сама об этом думаешь? Ну, здесь очень многогранная история. На самом деле в том списке, который озвучил Алексей Гончаренко, должна была быть также Великобритания. И говорили, что даже Швеция. Швеция тоже должна была быть. Но как это все происходило? После того, как на последней сессии ПАСЕ Россию вернули в состав ПАСЕ, а исключили ее, не исключили, а временно вывели за скобки, я напомню, после 2014 года, аннексии Крыма, всего, что было с этим связано, украинская делегация объявила демарш, вышла из зала, отказалась участвовать в заседаниях, и, собственно, ее поддержали ряд стран, которые по той или иной причине имеют свои собственные счеты с Россией. Действительно, это была так называемая «Балтик+», то есть это Эстония, Литва, Латвия, безусловно, это Грузия, и там были также и другие страны, в том числе Великобритания, которую я упоминала. И на 6 сентября в Риге была намечена встреча представителей этих стран. Друзей Украины, вот это. Друзей Украины, да. с целью координировать дальнейшие действия, которые вот следует предпринимать сейчас. Почему эта сессия ПАСЕ важна? Эта сессия ПАСЕ важна по ряду причин. Сейчас на ПАСЕ каждые полгода, как мы знаем, сменяется страна, председательствующая в ПАСЕ. В настоящий момент это Франция. Вот сейчас вот будет 70-летняя годовщина ПАСЕ, будут масштабные празднования, и в частности приедет господин Макрон, выступит перед депутатами в Страсбурге, пообщаться. И идея была такая, стран, поддерживающих Украину, что 6 числа сентября месяца в Риге они выработают совместный план действий относительно того, как вести себя в... И заранее скажут в этом Макрону, который должен выступать, да, чтобы он имел это в виду. Был даже возможный, я подчеркиваю, возможный сценарий какого-то той или иной формы саботажа этого выступления. Вот. Но это все нужно было обсуждать. Поскольку у нас случились досрочные парламентские выборы, не было понятно, что с делегацией, она нынешняя, она прошлая, она еще какая-то. И руководителя не было. Руководителя не было, то от Украины в ПАСЕ поехал Богдан Еременко. Вот, и, в общем-то, прошу прощения, сказала в ПАСЕ, в Ригу. Я оговорилась, я извиняюсь, в Ригу поехал Богдан Еременко. В общем, там действительно было это совещание, но, по словам наших западных коллег, они ждали от нас несколько большей активности. Идеи они ждали, предложение, как себя вести в ПАСЕ дальше вместе. Большей коммуникации, это по их словам. Я не хочу брать на себя ответственность говорить что что-либо за них. Богдан – это глава комитета по международным делам нынешнего состава Верховной Рады Украины. Совершенно верно, тогда только новоизбранный народный депутат. Он на самом деле очень опытный кадровый дипломат, глава Министерства иностранных дел, консул, бывший в Стамбуле, заявивший протест в 2013 Во время Майдана он был, по-моему, первым, чуть ли долгое время не единственным дипломатом украинским, который отважно выступил против режима Януковича. После избиения студентов сразу он первый совершил демарш. Это было примером для очень многих. И на самом деле нет, к его профессионализму, к его квалификации нет вообще никаких вопросов. Но просто есть какая-то еще генеральная линия, ну, как раньше бы сказали партии, сейчас корректнее сказать государство, и, в общем-то, это разумно, это правильно. Вот. Но, видать, на тот момент она не была утверждена, скажем, да, согласована, и поэтому, еще раз говорю, я цитирую исключительно инсайдерскую информацию со стороны наших коллег из тех, кто нас поддерживает, из числа тех, кто нас поддерживает. То есть они, по их словам, они ожидали от Украины больше активности. Поскольку ее не было, мы сейчас не беремся судить о причинах. Еще раз подчеркиваем, что к Богдану Васильевичу здесь вопросов никаких быть не может. Тем не менее, поехали те страны, которые могли не поехать, поехали в ПАСЕ. И если речь раньше шла о том, что они могут поехать и просто работать в кулуарах, то сегодня они будут работать и в сессионном зале, и участвовать в работе комитетов. Мы, 3 страны Балтии и Грузия, да? Ну, сейчас математически да.
Сейчас остальные математически, да. 37 там стран или сколько? Они, там сложно, там нужно работать, то есть абсолютно все те, кто из депутатов имел опыт работы в ПАСЕ, все говорят о том, что это серьезная дипломатическая работа, нужно разговаривать, нужно убеждать, нужно коммуницировать. Основная работа ведется в кулуарах. Все не так. Но давай так честно скажем, что Европа нас вот в этом, по крайней мере, в ПАСЕ предала по полной программе. От всего этого Европейского фронта в ПАСЕ, я подчеркиваю, осталось 3 страны Балтии, которые знают цену России, да? Осталась Грузия, прямая жертва агрессии, и Украина, прямая жертва агрессии, и 3 потенциальных. Остальным все равно. Смотри, на самом деле каждая страна преследует свой национальный интерес. Я напомню, что Франция, которая формально не против санкций, на самом деле очень за, но сейчас, конечно, рассматривается вопрос относительно того, чтобы, возможно, санкции нужно как-то видоизменить хотя бы, да, проводя политику санкций, при этом во многих направлениях, в частности, в направлении оборонно-промышленного комплекса, Франция ведет прямое экономическое тоже в этом интервью ты сказала, или ты, или коллега Саша, то есть сказал. Я это сказала, да. Экономическое сотрудничество. Я прошу прощения, они башни для танков поставляют России. При это этом страна, которая Мистраль не продала тогда, да. помнишь? То есть тут ты одной рукой одно делаешь, другой делаешь другое. Поэтому здесь двойная мораль на лицо. Поэтому сказать, что они нас предали, камон, это уже не первый раз, не первый год. А с другой стороны, если говорить очень цинично, то каждая страна преследует свои национальные интересы. И, как выражается наш дорогой президент Зеленский, я вам ничего не должен. Слушай, в чем состоит, на твой взгляд, ты действительно международной темой очень увлечена, тебе это нравится? Я увлечена, но все-таки у меня есть коллеги, которые разбираются в этом лучше, поэтому я не буду... коллег у меня нет, тут ты сидишь, поэтому я у тебя хочу спросить, а в чем состоит национальный интерес полностью лечь под Путина для стран Европы? Сдать ему, впустить в ассамблею обратно без всяких условий, отменить санкции, построить Северный поток. Вот сегодня... Экономические выгоды. Но сегодня уже в Норвегии обнаружили русский спецназ, который высадился из подводной лодки. Об этом пока что не думают. Они же фильм сняли, оккупированные. Они же сами его сняли. Это ни о чем не говорит. Они сняли фильм для небольшой аудитории. Возможно, он даже успешно где-то пройдет, я не знаю, для фестивальных аудиторий. Это экономические выгоды. Их бизнес стонет от санкций. Я не говорю про российский бизнес, я говорю про их бизнес. Это и Германия, и Франция, и другие крупные страны. Я уже молчу про свою любимую Италию. Прямо стонет. Я посмотрел процент их участия в российском бизнесе. Там все это куда меньше 10, у Германии, по-моему, 3, что ли. Крупные корпорации имеют очень прямые, многочисленные интересы. Эти корпорации имеют в той или иной степени влияние на правительство своих стран. Так что я не была бы настолько оптимистичной, к сожалению. Если бы все было хорошо, мы бы жили в идеалистическом мире, но это, к сожалению, не так. Я не идеалист, но мне кажется, что сейчас происходит, это абсолютно бесстыдство. Потому что ты человек, который пострадал от действий России напрямую. Они пока не пострадают напрямую. Я прошу прощения за цинизм. Пока не прошла история с Боингом, наши европейские друзья как себя вели? Вот тебе и ответ. Знаешь, и когда, кстати говоря, была история с Грузией, с войной, мы тоже на это не чувствовали в Украине. И Украина так это не чувствовала, как сейчас. Правда. Не вся Украина, но многие это правда. И отрицать сейчас это было бы И как-то проглотило, мир это проглотил в целом, включая даже и нас, да. И вот сейчас результат. Кстати, у нас на связи сейчас Алексей Гончаренко, член делегации Украины в ПАСЕ, депутат и этого, и предыдущего созывов. Он находится в городе Страсбурге. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Айдар. Очень рад вас слышать. Вы такой волк пасешный, который, в общем, все знает там. Расскажите, какой был этот первый день? Мы слышали заявление председательши, мы слышали позицию нашей делегации, которая отказалась участвовать. Что вы там лично делали и что вы видели, и как относятся к демаршу Украины и некоторых других стран ваши коллеги из других европейских государств? Спасибо. Смотрите, это очень грустная история, потому что организация, которая существовала там много десятилетий, десятилетия Совета Европы, организация, которая действительно много сделала для развития демократии, верховенства права, прав человека в Европе, сегодня теряет свой авторитет, свои позиции.
потому что, к сожалению, тяжело удерживать вот эти ценности в столкновении с российскими агрессией, российскими деньгами. Но это важная международная поставка, поэтому я приехал в Страсбург, работаю в кулуарах, нас 4 народных депутата из Украины. Я считаю неправильным, потому что Украина не подала полномочия новой делегации. Другое дело, что я считаю, что нужно было бойкотировать эту сессию, это правильное решение. Нельзя было просто утереться после возвращения России, но без санкций, то, что произошло летом. Но по делегацию подавать надо, потому что нам нужно иметь доступ к комитетам ПАСЕ, нам нужно иметь доступ фактически к 47 странам Евросоюз и плюс еще почти 20 стран, которые отправляют в ПАСЕ депутатов, интересующихся международной политикой. Это самое главное в организации, то есть доступ к этим людям, это площадка для дискуссий. Скажите, Алексей, а и вы, и вот глава делегации, которая не заявлена как делегация для участия Елизаветы Ясько, там присутствуете в качестве гостей, которые не имеют права заходить в сессионные залы в комитеты, я правильно понимаю? До 12 часов сегодняшнего дня мы присутствовали в качестве полноценных членов ПУСЕ. С 12 часов мы гости, которые имеют возможность работать в кулуарах, но не могут заходить ни на комитеты, ни в ассамблеи, не могут выступать, не могут подавать решения, поправки и так далее. Ну и что вы будете делать дальше на этой сессии? И есть какие-то варианты? Но возвращаться нельзя, то есть как казнить нельзя, помиловать получается. Вернуться, это значит, как Елизавета Ясько сказала, это значит зрада, это предательство, вернуться в сессионный зал, если там Россия. Не возвращаться, это вот то, что вы рассказываете, это такой дипломатический тупик, когда мы не можем ни на что влиять. У вас есть предложение по тому, а вы действительно к вам прислушиваются, и в том числе и глава делегации, и все, человек с опытом, есть предложение, как себя вести Украине и ее союзникам вот в такой странной ситуации, в которой мы оказались? Дальше. Да, такие предложения есть. Вот я говорить, что результат, а именно президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультации с Украиной. Я считаю, этим нужно воспользоваться. В какой-то мере мы можем сказать, что Украина не поехала в ПАСЕ, но ПАСЕ тогда едет в Украину. И у них есть желание все-таки общий язык с нами, это надо делать. Что по поводу возвращаться, не возвращаться. Мы ни разу не заявляли, что мы уходим или что-то подобное. Мы говорили о конкретных днях, когда мы не участвуем, в конкретной сессии. Мое мнение, что возвращаться надо, и надо работать здесь. Потому что иначе мы оставим эту площадку полностью на поругание к нулю и его представителям, которые здесь есть и активно сюда вернулись. И я считаю, что будучи здесь, мы сможем через некоторое время снова поставить вопрос о наложении санкций на Россию. Своим наглым поведением их представителей они не будут этому способствовать. И этот момент обязательно наступит. И важно, чтобы Украина была и работала в этом направлении. И очень важно, чтобы мы создавали некий общий фонд. Вот сейчас, например, нам удалось договориться с 5 странами о бойкоте празднования юбилея Совета Европы. Это Грузия, Литва, Латвия, Эстония. Хорошо. От Польши, вот, к сожалению, один человек только идет от Польши, но в принципе Польша участвует в бойкоте, если не считать, что вот таким процессом. Алексей, к сожалению, очень плохо вас слышно, срывается голос. Я понял, что ваша позиция – это все-таки надо возвращаться украинской делегации в зал заседания, работать, отстаивать свои позиции публично. Спасибо вам, что дошли возможность включиться. Из Страсбурга Алексей Гончаренко, народный депутат Украины. Ну, вот такая позиция у члена фракции, кстати говоря, Европейской солидарности, на что надо возвращаться, а при этом Ясько в интервью тебе, lb.ua, сказала, что вернуться значит совершить предательство Украины. И что? Ну, как она опять-таки сказала, нужно провести переговоры, нужно посмотреть на ситуацию. Все-таки я не была бы по отношению к ней слишком критична, поскольку срок ее назначения всего лишь неделя. И, я ее не критикую, мне как раз ее позиция нравится. Нет, я имею в виду, что было бы странно требовать от нее сейчас каких-то более конкретных ответов. Вот. Я думаю, что после конкретно, две тавтологии, я прошу прощения, в одном абзаце. После вот этой вот поездки многое станет ясным и будет выработана какая-то общая позиция. Следующая сессия ПАСЕ, я напоминаю, в январе. Вернуться наши все-таки, да? Я думаю, что в той или иной форме, конечно, да.
И что это будет? Вот будет сидеть эти 18 орков, русских депутатов, да? Ну, ты понимаешь, Лиза права в том, что нравится нам, это не нравится. Мы, к сожалению, от орков никуда не денемся. Это наши соседи. Опять-таки, повторяю, нравится нам это или нет, нам с ними жить. О чем с ними говорить? У меня другой вопрос. Потому что жить знаешь, это я бы с ними вообще не разговаривала. Я тоже не разговаривала. Вот, но есть какие-то правила приличия, есть какие-то правила международной дипломатии. Да, они их поправили, да, они просто их нивелировали, но опускаться до их же уровня. Я думаю, что надо как-то исхитриться, потому что я советую Давай мы, вот смотри, мы на самом деле... чтобы пожалели, что их вернули. Вот сделать так, чтобы... Ты знаешь, к сожалению, я думаю, что они сами своими действиями, точнее не они конкретно, а, ну тут сейчас есть тут другая проблема на самом деле, они сами своими действиями очень быстро сделают так, что весь цивилизованный мир быстро пожалеет о том, что он их вернул. И я очень надеюсь на то, что вопрос о возможном возвращении России в состав J7, точнее уже J8, он также будет сведен на нет. Благодаря усилиями самой России. Да, я в этом практически не сомневаюсь, они то или иное учредят. Кстати, по поводу России, важный момент, на этой сессии ПАСЕ должен обсуждаться вопрос по крымским татарам. И на этой сессии ПАСЕ должен обсуждаться, точнее, как должен обсуждаться. Мы знаем, что летом там произошли в России, точнее, на территории Крыма произошли незаконные выборы. Незаконные почему? Потому что это территория Украины. Их тоже должна осудить парламентская ассамблея Совершенно Совета Европы. верно. Да. Но посредством этих выборов, которые были как бы по всей России... Прошли депутаты как бы от Крыма. Как да? бы от Крыма. И теперь эти светлые люди говорят, то есть их Госдума сформировав, ну они не доформировали делегацию, очень хитро они поступили, они не доформировали свою делегацию, и в течение года они могут ее доформировать. То есть в любой момент депутат, так называемый от Крыма... Например, дорогая Наталья Поклонская запросто может зайти в зал ПАСЕ и сказать: здравствуйте, я депутат. И что тогда делать нашим дорогим партнерам? Так вот, очевидно, что Украина должна этому противостоять, а для того, чтобы противостоять, она должна там физически присутствовать. Когда мы с Лизой, например, обсуждали эти моменты, она совершенно справедливо говорила, что сейчас у нас протест – это бойкот. Это форма протеста, это тоже уважаемо, это принимаемо. Но у нас есть друзья, страны-друзья, которые могут вместо нас подать голос, да. Совершенно верно, и о крымских татарах, и о недопустимости присутствия в зале ПАСЕ депутатов, избранных от Крыма. И еще один очень важный момент, о чем вообще никто не говорит. Ну, тут, конечно, может быть, это не наше дело, такая гуманитарная миссия. Тем не менее, летом этого года в Москве и в других крупных городах России прошли массовые акции неповиновения правительству, массовые акции протеста, по результатам которых было задержано просто такое количество людей, что если бы 10% от этого количества были бы задержаны в свое время в Киеве, Киев бы уже стоял на ушах, и президента... Сравнивать тут нельзя, конечно. Ну, тут сравнивать нельзя, да, но я просто говорю, что хотя бы 10% задержанных, тут бы уже 10 Майданов стояло. Конечно, публично это вопрос защиты прав человека. Все очень просто. За вопрос защиты, повторяю, прав человека, который в России вообще не то, что не поднимается, не обсуждается кем-либо, за исключением очень узкого, к сожалению, то есть их узкого числа. Надо, грубо говоря, публично макать в их вот эти все... Ты знаешь, я бы отнеслась к этому более серьезно, чем к троллингу. Об этом нужно говорить вслух, это нужно документировать. Это все для материала в Гааге в свое время. К сожалению, мы живем в таком мире и в такое время, что я не уверена, что это случится быстро. Но я абсолютно убеждена в том, что за все свои преступления нынешняя российская власть рано или поздно понесет наказание, в том числе за нарушение прав человека в своей собственной стране. Говорят, у нас есть телефонный звонок, редакторы. Здравствуйте. Если вы нас слышите, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос. Не удивляйтесь, Айдар, это Рифат Чубаров. Слушайте, я набрал... Ой, здравствуйте! Я смог с первого раза с вами связаться со студией. Но, во-первых, понял, что нам всегда не хватало АТРу, не хватало Кошкиной, уважаемой. И, ну, действительно, она очень интересный собеседник. Она только из-за того, чтобы сказать о том, что на этой сессии осенней действительно должен был рассматриваться вопрос о положении крымских татар. Но мы чувствовали о том, что ситуация будет такой непредсказуемой. И вы помните, буквально 2 недели назад и Мустафа Джемилев, и Лагвинский
Ленский и Арьев, они участвовали в работе комитета по дискриминации, по противодействию дискриминации в Париже, и перенесен на январскую сессию 2020 года. То есть вот в этот такой критический момент ситуация с правами и положением крымско-татарского народа не будет рассматриваться, но это не облегчает нашу задачу положения Украины вот в такой ситуации, как мы сейчас оказались. Да, Рифат Ага, спасибо, что позвонили. Я хотел уточнить такой вопрос. Если в январе, вот спасибо, что вы новость сообщили, будет обсуждаться тема крымских татар, и у нас есть депутаты, крымские татары, допустим, Рустем Умеров, он член делегации, да, ведь по ПАСЕ? Член делегации. А можно ли будет дополнить нашу делегацию, допустим, Мустафой Джемилевым, которого знают в мире и который мог бы усилить наши позиции, выступая в парламентской ассамблее Совета Европы, если Украина примет решение участвовать в январской сессии? Это зависит больше от фракции, поскольку фракция делегирует национальную делегацию Украины в ту или иную международную организацию. Рустем Умеров, он является у нас от фракции «Голос» заместителем члена национальной делегации, но одновременно является секретарем национальной делегации. И, конечно, Рустем Умеров может полноценно участвовать при обсуждении этих вопросов. А насчет Мустафы Ага вы не знаете, поедет он или нет? Пока это зависит от фракции «Европейская солидарность». Я вас понял. А вопросов к Соне Кошкиной, к вашей любимой журналистке, у вас нет? Нет. Кроме того, что с удовольствием читаем материалы, следим за ее телеграммом, каналом Телеграм и все остальное. Для меня это большая честь и очень большая похвала. Спасибо вам огромное. Я постараюсь не подвести. Спасибо огромное. Çok sağ olunuz. Рифат Ага Чубаров, представитель Меджлиса татарского народа, был у нас в прямом эфире. Очень приятная неожиданность. Да, я тоже неожиданно, я не знал. Вот. Это значит, что вам в эфир можно дозвониться по-честному. Да, нам постоянно честно звонят. Так, переходим к другой теме, тоже международной, но она всех интересует. Это уже всемирная тема. Это американские выборы. Да, американские выборы, Зеленский, Трамп и так далее. Ермак, который давал мне большое эксклюзивное интервью. Все интервью последние просто отличные. Они прям в тему, когда интервью же выходить должно, когда нужно. Оно когда нужно выходит у вас. Вот Зеленского спросили о расследовании дела Байдена. И вот что ответил президент Украины, которого подозревают в том, что он все-таки решил пойти в помощь Трампу, исходя из печатки разговора, но спросили, уточнили, он ответил. Послушаем. Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна, ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону. Да, и в то же время в той распечатке разговора, которая была опубликована американским Белым домом, да, есть фраза «будет стопроцентно мой генпрокурор». Как одно с другим, вот в твоем понимании, связано? В моем понимании все вообще не могло быть по-другому. Знаешь, я с огромным уважением отношусь к Юлии Владимировне Мостовой, просто считаю номером 1 в украинской журналистике. И вот буквально в субботу в свежем номере «Зеркало недели» был ее текст относительно всей этой ситуации. Я его читала и понимала, что как здорово, когда мои мысли кто-то так очень четко и ясно выразил, и где-то мы совпадаем. Так вот, она де-факто дала понять, что Зеленский в этом телефонном разговоре повел себя только так, как он и мог себя повести. Он только стал президентом Украины, вот совсем недавно. Положение незавидное абсолютно. Положение, еще пока все было в порядке на тот момент, пока еще. Но вот ему звонит сам Трамп. Тебе звонит Трамп. Мы не знаем, стоял ли он при этом по струнке смирно, но вот сам факт, эмоциональный был произведен эффект, и, вряд ли было бы разумно отрицать, и говорить что-то не так. Поэтому то, что он говорил, это объяснимо. Это, желание наладить отношения с этим интересным человеком, необычным. Мягко говоря, слишком
прямолинейные комплименты, я не хочу употреблять других слов, это заискивание. Но, еще раз говорю, я бы удивилась, если бы было по-другому. Более того, я не уверена, что если бы на его месте оказался кто-то другой, было бы по-другому. Поэтому в данной ситуации вопросов никаких. Произошло то, что произошло. Украина свою версию телефонного разговора отказалась обнародовать. И я напомню, что изначально докладная записка, на которой основаны сейчас главные вопросы по делу Трампа, предоставлена анонимным сотрудникам спецслужб, долгое время работавшим в Белом доме. Это такой американский майор Мельниченко. И проблемы с собственными спецслужбами у Трампа начались фактически сразу после избрания его президента. Когда он агента пришлось отзывать своего из России, когда там был... Это уже сейчас. Это уже сейчас. Я говорю, что проблемы с собственными спецслужбами начались с самого начала. И было очевидно, что их открытый конфликт, их открытое противостояние, это вопрос времени. Вот это на время настало, этот конфликт произошел. Будем смотреть, как твой прогноз. Вот у меня есть свои прогнозы, но я в отличие от многих наших украинских фейсбук-экспертов, не понимаю, кто выиграет на выборах президента США в 2020 году. Я не буду сейчас давать пока прогнозов. Трамп выигрывает вопрос. Пока я не знаю. Я не знаю. Больше года. Сегодня кажется одно очевидным, завтра кажется другое очевидным. Трамп конкретно из этой ситуации может выйти как сильно проигравшим, так и победителем с огромным профитом очков. Из этой ситуации уже точно с выигрышем не выйдет Украина. Это очевидно и понятно. Более того, это та ситуация, которая на самом деле была подготовлена руками прошлой власти, а нынешняя вынуждена ее разгребать. Почему? Ну-ка, интересно. Потому что прошлая власть считала, что отдельные представители, я сейчас не буду называть фамилии, но это ясно и очевидно, считали, что посредством своих каких-то коммуникаций с нынешними руководителями Белого дома они смогут сохранить себя во власти. Вот им почему-то так казалось. И то, что в принципе они педалировали все время эту историю с Байденом. Нет, не только, абсолютно нет. Педалировалась все время эта история с Байденом, то как бы это прямое тому доказательство. Что из этого получилось? Ну, они же думали о себе, а не о том, что, возможно... Слушай, ты говоришь, что Украина ущерб понесет, а сейчас Украина ничего сделать-то не может. Любое телодвижение с украинской стороны... К сожалению, да. Ну, а может, это хорошо сказать, ребята, извините, но так дело повернулось, что мы туда лезем. Проблема в том, что Украина может потерять... Не потерять, нет, это я неправильно сказала, она может девальвировать свою субъектность в глазах наших многих международных партнеров. Вот это тот прямой ущерб, который мы можем понести, со всеми истекающими в дальнейшем косвенными. Ну и прямым. Ну смотри, сам Трамп попал в очень нехорошую историю. Трампу не привыкать. Нет. Хорошо, если это единственный разговор, который станет известен публике. Из него действительно можно понять, что он, конечно, он Зеленскому... Он трижды сказал, я хотел бы попросить, чтобы вы поговорили с Джулиани, с моим генеральным прокурором. 3 раза. Да. То есть тут личный интерес очевиден его, да, но тем не менее, при нынешней бесстыдной политике этого недостаточно. Тут уже совершенно конкретно какие-то вещи, но не исключено, что есть другие разговоры. Сейчас хотят народовать разговоры с Путиным, и Кремль сегодня заявил, что не против публикации разговоров. Демократы пока еще просто в публичной плоскости. То есть я, например, не знаю до конца, какая там должна быть процедура, чтобы эти разговоры могли бы быть предоставлены. Ну, наверное, в крайнем случае суд это решает. Возможно, но мы не знаем, мы же не знаем, в какой форме они могут. Но война страшная. В Америке будет страшно. Это чревато для Америки серьезным внутриполитическим кризисом. И вот наш общий с тобой знакомый Курт Волкер подал в отставку. Подал в отставку, но информации нет. Это опять же CNN. Я думаю, что... Нет, во-первых, сначала об отставке Курта Волкера написала университетская газета в том университете, где он фактически числится. Преподает, не знаю, но он там числится. И местная университетская газета сообщила эту новость. Действительно, CNN ее подтвердила. Ее подтвердили со ссылкой на свои источники многие другие СМИ. Сам Курт Волкер продолжает хранить молчание. Но я напомню, что Курт Волкер выходец из ЦРУ. Как мы только что говорили, у Трампа большие проблемы в отношениях с собственными спецслужбами. Лично я думаю, что эта отставка поможет Курту Волкеру. Опять-таки, если бы это не было бы правдой, ну, камон, это бы уже 10 раз опровергли. Это же тебе не отставка Богдана, так называемая, да?
Поэтому я думаю, что действительно отставка Волкера позволит ему более эффективно защищать себя. И что, например, тому же Джулиани сейчас придется более несладко, чем всем остальным. Ну, грубо говоря, в Америке принято, когда твоя рука лежит на Библии, да, и когда ты в Конгрессе стоишь перед этой вот достаточно уважаемой аудиторией, врать не принято, в принципе. Ну, в общем, да. И Волкер, памятая о клятве, но он сам, на самом деле, мне кажется, он очень порядочный. Я не знаю, как тебе он показался. Ты лично с ним общался? Я тоже с ним лично общалась, но я не настолько близко его знаю. Что... Ну, я слышал отзывы наших дипломатов о нем, слышал отзывы балтийских дипломатов о нем. И лично он очень, человек видно, что он такой, не пустой, не напыщенный. Он такой, правда, да, настоящий такой. Не, мне он тоже симпатичен, да. Но мы не знаем, какие у него интересы во внутриполитической американской истории. И я напоминаю еще раз, что прежде всего судить необходимо, точнее, не необходимо, а необходимо помнить о том, что безусловно, для них первично своя страна, свой внутриполитический интерес и все, что с этим связано. Вот в любом случае, мне кажется, вот сейчас такая ситуация, которая может ускориться в ближайшее время. Да, конечно, там же идут допросы, по-моему, 6 допросов назначено уже. Причем там будет наш бывший зампосла Кент какого-то октября, там будет бывший наш посол Йованович Мария, да. Там будет, собственно, Волкер. И кто-то еще. Там, так серьезное дело. То есть по Украине, то есть неделю будут говорить про Украину. Да, но Конгресс контролирует не про Украину, а про то, что случилось с американцами в связи с Украиной. Не про Украину. То есть воспринимать этот скандал как украиноцентричный. Нет, конечно, но это все люди, которые связаны с нашей страной по своей дипломатической службе. Это да. Вот. Но у нас свои отставки и свои радости мелкие, так сказать. Кого еще уволили, пока ехал активно? Нет, никого. Александр пока Данилюк. все под твоим контролем, да. Сегодня президент Зеленский, слухи ходили давно, еще с той недели, подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее «Украинская правда», ссылаясь на источники в окружении СНБО, сообщал, что Данилюк написал заявление в связи с конфликтом с главой офиса президента Андреем Богданом. Конфликт длился несколько месяцев. Данилюк якобы не смог смириться с методами стиля управления, со стилем Богдана, как написала «Украинская правда» еще на той неделе. И вот свершилось. Был на этом посту сколько Данилюк пробыл? 2 месяца? Когда у нас была инаугурация, напомню мне, 20 какого числа? 20 или 21 мая? Буквально. Подожди, его еще 2 недели не назначали, потому что я хорошо помню, когда я ему позвонила, сказала: здравствуй, новый секретарь СНБО. Он сказал: откуда ты знаешь? Да, 2 недели, 3 с половиной месяца он там пробовал. Но вообще это не очень хорошая история, когда это орган достаточно влиятельный, в нем сходятся все спецслужбы. Нет, это орган, влиятельность которого напрямую зависит от того, кто его возглавляет. При Турчинове это был мозговой центр, это орган, который действительно координировал национальную безопасность, который очень много делал для фронта. При Саше, каким он стал, я не могу за 3,5 месяца судить. При Януковиче, например, этот орган был просто кадровый отстойник. То есть тех, кого нельзя было выгнать окончательно, но жалко было уволить. Просто мы привыкли за период войны, что это был влиятельный орган. Мы привыкли, что это был орган при Турчинове влиятельный, конкретно. Не сочти фанатом, но я считаю, что при Александре Валентиновиче это действительно было так. При Богатыревой, при Клюеве, не будем эти времена вспоминать. Нет, подожди, у них были точно такие, и что, полномочия были точно такие. И чем было при этом орган? А ты слышала, какой бюджет у СНБО на этот? Честно, 28 миллиардов. У нас война, ты правильно говоришь. А он чем распределяет? Это на армию, на спецслужбы? Там очень много всего, и там огромное влияние, что важно, уделяется развитию оборонно-строительного комплекса, оборонно-промышленного комплекса. Там есть ракетные программы, там есть исследовательские программы, это все И секретные программы. Это все очень, на самом деле, масштабно, и те успехи, которых мы достигли за последние 5 лет, силами, в том числе СНБО, это очень круто. Смотри, проходит 3,5 месяца, и вновь назначенный глава такого действительно важного, влиятельного институции, такой важный, влиятельный. Секретарь, он не глава, он секретарь. Глава президент, понятно. Давай так, мы все знаем Александра Данилюка давно и долго. Я не знаю его. Хорошо, я знаю его давно, долго и хорошо. Саша очень эмоциональный человек.
И то, что он сам говорил, то, что и подтверждает офис президента, что он написал заявление до поездки Зеленского в Штаты. Он написал заявление, и Зеленский знал о том, что это заявление существует. Именно по этой причине Данилюк в Штаты не поехал. Но согласись, смысла брать нет. Согласись, было странно, когда мы видели весь первый ряд людей, ну, опять-таки, я у себя в Телеграме публиковала видел эти фотографии, да. Угу. Первый там сидел Сергей Шефир, потом Вадим Пристайко, министр иностранных дел, потом Ермак, потом Олег Ельченко, ну и потом все остальные, да, то есть это ключевые люди. Богдана на этих снимках нету, потому что на встрече его не было, потому что американская сторона была против того, чтобы он был на встрече. Ну, то есть он, видать, где-то в это время гулял, я не знаю, что тут с ним происходило, но в составе делегации он был, но на встрече его не было. А руководителя СНБО, прошу прощения, секретаря СНБО, там как бы вот он отсутствовал, его там даже но не есть еще версия такая, что его сразу... Так вот, подожди, извини. Да. Так вот, предполагалось, что он написал заявление, они с Зеленским договорились поговорить. То есть была короткая беседа. По возвращению договорились поговорить более основательно. Но тут внезапно, как только Зеленский вернулся, каким-то странным образом эта информация попала в СМИ. Причем, если ты проследишь, где был первоисточник и как была подана информация, ты поймешь, что это слив. То есть кто-то случайно запустил эту историю. А поскольку это правда, то офис президента, естественно, быстро подтвердил. То есть этот фарш уже обратно не провернут? Естественно. Если мы вспомним, кто у нас координирует СМИ в офисе президента, то тогда вообще совсем все станет понятно. Вот. Ну и все, и тогда уже ничего не оставалось, кроме как действительно с концами. А может быть такое, что действительно вот туда это было, кто-то мне говорил тогда еще, что это такая ссылка для Данилюка, что он им не нужен ни в каком другом качестве, что они его туда сослали. Я просто слышал... В СНБО? Да, и что они его сольют оттуда. Я не уверена, что СНБО это место, куда во время войны стоит ссылать. Не стоит, точно, абсолютно не стоит. Но, кстати, насчет взаимодействия, вот ты про СМИ сама сказала, это наша, пожалуй, что последняя, может быть, тема. Может, не последний, но отношения со СМИ у новой администрации своеобразные. Я знаю, что больше всего там не любят сравнение с другой администрацией, да, но что-то мне кажется, что грабли они подобрали такие серьезные, надежные, проверенные, да. Это и история с пресс-секретарем, девушкой, которая бросается в бой просто. Ну, как говорят, что в принципе принято по-другому. Если ты видишь какую-то угрозу там, или там, что кто-то назойливый, но охрана это делает, но никак не пресс-секретарь. Это вообще не ее функция, тем более не девочками, да, совсем, да. Вот. Создается новый орган при офисе президента вот про свободу слова, да, по свободе слова. И Максим Кречетов, которого тоже ты, наверное, знаешь. Нет, я, кстати, не знаю. Знаю Максима, да. Он сказал, что вот нам надо в этом органе в том числе. Ну, вот давайте вот цитату послушаем, потом обсудим. Завдяки соцмережам кожен може стати кореспондентом або блогером. Треба подумати, яка функція ЗМІ як посередників між владою та громадянським суспільством. Ну, такая короткая. Почему я ее привел? Кто такой Максим Кречетов? Ты можешь мне? Главный... До 17-го года. Нет, подожди. Журналист. Каких СМИ? Ой, я не жил в Украине. Я с ним познакомился, наверное, в 17 году. Ну, в 17 году. «Право на Владу» он работал редактором, по-моему, да. А еще до того... Но я просто с ним не знакома, поэтому мне достаточно тяжело комментировать фразу незнакомого мне человека о том, что нам нужно подумать, какую функцию... Но он телевизионщик, по-моему, все-таки изначально. Хорошо, да? Но смотри, дело-то не в Максиме, а дело в том, что... Помнишь же, до этого Богдан сказал, что нам журналисты не нужны? Богдан это просто хроническое хамье. Вот у меня других определений этому человеку нету. Он хамит всем, кого он видит, кого он слышит, и у него это модус операнди, у него такой стиль поведения. Зачем? Ой, откуда я знаю, зачем он так себя ведет? Откуда это? Я не знаю. Но поскольку он считает, что это нормально, он ожидает, что это будут воспринимать как норму. Поэтому кто-то для себя делает выбор общаться с этим человеком и воспринимать его слова всерьез. Я, например, считаю, что то, что он говорит, ну, это даже не на 4 надо делить, к этому можно не просто не прислушиваться, это можно просто пропускать мимо ушей совершенно спокойно. Потому что он куражится, просто куражится от того, что вот он может ляпнуть все, что угодно, а ему все можно. Я хочу напомнить историю с Дмитрием Табачником.
Когда-то он был первым помощником президента Леонида Кучмы, и говорили о том, что Леонид Кучма работает в администрации Дмитрия Табачника. И действительно, у Табачника было очень много внутренних врагов, его страшно не любили, он считался абсолютно всесильным советником Кучмы. Люди не могли понять, как так Кучма вот возле себя Табачника, и он такое творил, там он канализировал абсолютно все контакты президента на себе, то есть нельзя было зайти в обход, нельзя было донести какую-то альтернативную информацию. Это продолжалось достаточно долго. Пока в один прекрасный день Леонид Данилович не сидел вечером перед телевизором, вечер точнее, не день, а вечер. Это был 1+1 телеканал, в эфире которого в ТСН сказали, что сегодня Дмитрий Владимирович Табачник получил звание полковника. На тот момент сержант, по-моему, или лейтенант, Кучма маленько удивился. А учитывая, что, я прошу прощения, у Владимира Горбулина на тот момент звание вообще было, по-моему, младший сержант. Вот я сейчас не буду врать, но вот что-то такое, ну вот совсем несопоставимое с полковником. В общем, указ был подписан через 2 часа. И с тех пор долгие годы Леонид Кучма с Дмитрием Табачником вообще не разговаривал. Они вообще. Прям друзья были? Они не разговаривали несколько лет. Полковника он ему не простил. Это было вот так вот. А у нас телефонный звонок. Сейчас я прошу прощения. Я не знаю, что станет той последней каплей, но я думаю, что она рано или поздно случится. У нас телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос нашей гости Соне Кошкиной. Здравствуйте, уважаемая редакция любимого канала. Меня зовут Наташа из Чернигова. Я бы хотела спросить у Сони Кошкиной, что она скажет на вот такую тему. Значит, сегодня на Цензорнет опубликована фотография с полигона МВД, где проходили учения. Там фотография стоит Зеленский, Данилюк. И это уже было после того, опубликовано, после того, как стало известно, что Зеленский его уволил. Данилюк мило там общался с эфиром. Вот посмотрите, на Цензорнет есть эта фотография. Спасибо большое. Как у нас политика интересная. Слушайте, очень круто, что ваш зритель вообще апеллирует к таким вещам. Это очень круто, на самом деле. Наталья, вы знаете, я бы с удовольствием это прокомментировала, но я вам честно скажу, у меня сегодня было 2 интервью, 1 планерка и еще 1 совещание. Я не видела фотографии на Цензорнет. Я видел, правда. Но я обязательно на нее посмотрю. Ну, нужно проверить, какое там число все-таки. Вот. Но, справедливости ради, скажу, что сегодня целый вечер что я вру целый вечер? Я сегодня целый день пытаюсь дозвониться Саше Данилюку, и у меня сегодня это не получается. Так что не исключено, что, возможно, такие, да, действительно, мы чего-то не знаем, и милые не бронятся, они просто тешатся, и он был сегодня на полигоне. А, возможно, это и старая фотография. Не берусь судить, Слушай, а не может знаю. быть такое, что он останется? Ну, например. Слушай, ты знаешь, в этой стране я уже ничему не удивлюсь, но это будет так дико выглядеть, что, конечно, Хорошо, а если он не останется? Если я не знаю. Если хочешь спросить, я не знаю. Я не знаю. У меня пока нет никаких прогнозов, нет. Еще одна тема – это 112 канал, Медведчуковские СМИ и так далее. Да? Я не люблю говорить о коллегах, даже если они работают на Россию. Ты считаешь, что это коллеги? Я не люблю говорить о людях, которые работают на Россию, при этом называют себя коллегами. А мы не будем говорить о людях. Слушай, не провоцируй меня. Что, про Медведчука мы можем говорить? Про Медведчука можем. Он не входит в разряд людей в данном случае. Нам недавно давал большое интервью Нестор Шуфрич. И, кстати, сегодня он мне сказал, что будет специальное заседание Комитета по свободе слова, связанное, собственно, с вот этими действиями госпожи Мендель, направленные против работы журналистов. Ну, мне все как-то до сих пор лежит слух, я не могу в это Шуфрич, свобода слова, как-то немножко в голове. Мы живем в удивительной стране. Почему не Шуфрич, в конце концов? Почему? Мог бы быть Рабинович. В принципе, да. Выбор есть. Выбор, варианты имеются. Не такой уж это плохой, да. Вот тебе свежая новость, прямо в эфире. Ой, мамочки, я боюсь. Ты говорила, да, что ты же оставила страну без присмотра на какое-то время. Партия «Слуга народа» в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Об этом в интервью украинскому Интерфаксу с Украины сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Верховной Рады Александр Корниенко. По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия. Там все технически, на самом деле. Должен стать главой партии Корниенко. Насколько я... Послушай, глава ли партии Арахамия? Там был главой партии Разумков.
Но он стал главой Рады. Да, он стал главой Рады. Ему нужно выходить. Возможно, они временно перекинули на Арахамию, но вообще должен быть Корниенко. Ну, там у них какой-то сложный треугольник. Тяготится этой всей историей? Я не знаю. У них там сложный треугольник. Я не буду сейчас как бы говорить наверняка, потому что я просто не помню. Я этой темой занималась, но я просто все не удерживаю в голове. На самом деле, кто из них, 3, 4, 5 станет руководителем партии, вообще ничего не зависит, потому что мы понимаем, что это очередная партия власти, это очередная НДП, СДПУО, наша Украина, Батькивщина. Батькивщину вычеркиваем, потому что Батькивщина — это институциональная партия, очередная солидарность и так далее. То есть это просто партия власти, в которую люди заходят, потому что она сейчас при власти. Прошу прощения за тавтологию. Все. Никаких других мотивов поддерживать нет. Все эти рассказы про то, что мы тут построим коммунизм к 2020 году. А сегодня же программа правительства была опубликована. Да, вечером программа правительства, именно поэтому я здесь. На самом деле, тебе скажу честно, у меня должно было быть сегодня одно с одним из членов кабинета интервью, но видишь как, он тебе удружил. Ну, я давно тебе обещала, поэтому я бы все равно приехала. Спасибо. Ну, про этот 112 и вообще вот эти дела против Мизулана, 112, там есть за что, на самом деле, там есть за что. Мы это прекрасно знаем. Но вообще ничего не доведено до конца, все подвешено. Это в судах подвешено, то подвешено. По-моему, 30% аудитории потерял 112 сейчас, потому что их исключили из части ретрансляторов, но не полностью и так далее. Вот наш коллега с тобой, Роман Скрипин, вообще считает, что в принципе такой орган-то, как Нацрада, не нужен в государстве. Я хочу, чтобы мы его цитату послушали из пятничного эфира, его телевидения, и свое мнение выскажешь тогда. Нацрада – це глибоко корумпований орган, що він не потрібен в Україні. Ліцензувати телеканали не потрібно. У сучасному світі це бере самосудство. Якщо засіб масової інформації порушує законодавство України, за цим має стежити правоохоронні органи плюс СБУ. Ліцензувати що ми ліцензуємо? Якщо йдеться про частотний ресурс, розподіляти його достатньо було б Держтелерадіо. Без всякої національної ради з питань телебачення радіомовлення. Ліцензія, яка... Держтелерадіо ліквідувати збирається вже. Ви знаєте, щось має лишитися сам одне. Тобто є Держтелерадіо, є Нацрада, якийсь орган, скажімо, там, де ви хочете щось робити, кажете, я починаю мовлення, я тут, я на супутник иду, я в кабель, там, де не потрібно. Смысл з того, що сказал Роман, понятен. Как ты считаешь, нужна Нацрада или нет? Ты понимаешь, проблема в том, что в стране незрелая демократия, даже самые благие начинания могут очень плохо закончиться. Поэтому формально я не вижу никаких проблем в существовании этой институции. То, как она работает, это отдельный вопрос. Но, с другой стороны, идет война, опять же. И, в принципе, если совсем это никак не контролируется со стороны государства, можно все скупить. У Путина столько денег, что он хватит на все. Проблема в том, что скупка телеканалов с представителями Медведчука, точнее, одним его представителем, стала возможна ввиду политической воли высшего руководства государства. И не надо здесь делать вид, что этого кто-то не знает, не нужно делать вид, что... Ты имеешь в виду Петра Алексеевича? Ну, конечно, естественно. А как Зеленский относится к Медведчуку? Это интересная тема, потому что, насколько я знаю, Зеленский к нему относится крайне негативно, крайне негативно. Более того, я писала об этом в подводке к интервью Андрея Ермака, что когда состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Путина относительно обмена заложниками, Зеленский дословно сказал такую фразу: Владимир Владимирович, у меня к вам одна личная просьба. Какая? Я прошу, чтобы в любой роли, в любой ипостаси посредником не было бы Виктора Медведчука. Скажи, пожалуйста... Мы не знаем, что ответил Путин, но мы видели, что Виктор Медведчук не был посредником. Он пытался изображать, что он там где-то морякам сухари носит, там сало какое-то. Это да, его традиционное поведение. Как ты думаешь, вообще ты знаешь лично Зеленского? Мы с ним знакомы. Я не могу сказать, что я его хорошо знаю. Как личность, как человек, он способен политически уничтожить Медведчука и медийно? Если у него это получится. Я думаю, что это будет большой плюс в его карму. Но он может? Я не знаю. А хочет? Пока вроде да. И последний вопрос касается скандала вокруг годовщины очередной Бабьего Яра, где вроде президент не пришел, Равин Блаих возмутился, мы сейчас же цитату смотреть его не будем, времени нет, что вот президента нет, но не возмутился, он сказал, президента нет, он еврей, ему, наверное, это не нужно. Вот.
А потом появились фотографии, что президент все-таки был. Правда, споры идут когда? Утро, до или после? Вот этого мы не знаем, да. Этого мы не знаем. Очень многие считают, что это было все-таки после, что когда они увидели, я имею в виду администрация, что произошло в соцсетях, то, в общем-то, не только в соцсетях заявление Равина Дувблайха, да, он приехал, типа инкогнито, вроде как он был рано утром, но и так возложение всегда в 9 часов, ну не знаю, в 7 часов туда нужно было что ли приезжать. И если приезжать инкогнито, то почему сразу не выложить эти фотографии? У меня точно так же много вопросов, как и у всего украинского общества. Если это вот такая ошибка, о которой ты говоришь, что потом только, если предположить, что так, то чья это ошибка? Ну, прежде его служб. Прежде всего его служб, потому что даже если допустить, что он неверующий еврей, хотя при чем тут верующий или неверующий, да, это, мне на самом деле кажется это странным. То есть это, там не только евреи были на этом. Там были украинцы, там были многие люди, и это 78-я годовщина одной из самых массовых казней неповинных людей вообще в истории. В истории человечества самые массовые казни в определенный сжатый промежуток времени в 703 человека в час расстреливали. В течение 3 дней. У нас эти цифры в голове не поместятся, слава богу, никогда, но мы должны об этом помнить. И, кстати, сейчас еврейская община Киева, и не только Киева, всей Украины, совместно со своими партнерами из Штатов, из Израиля, создан огромный консорциум. Уже года 4, наверное, как они ведут серьезную работу по созданию там не просто мемориального комплекса, но и исследовательско-мемориального комплекса, да, там научного. Очень долго эти разговоры ведутся, уже лет 5. Они вот в процессе. У меня было большое интервью с Натаном Щеранским, когда он последний раз приезжал в Киев, это известный правозащитник. Ну, сейчас он уже не министр, но да, это такой моральный авторитет в Израиле. И он тоже входит в наблюдательный совет проекта Бабьего Яра. Они ведут работы, должен быть утвержден план. И я надеюсь, что этот не памятник, а исследовательский центр полноценный будет в Киеве. Он обязательно, конечно, 100% нужен, потому что здесь произошло то, чего не было вообще нигде. И Украина будет одной из первых стран Восточной Европы, точнее, первой страной Восточной Европы, которая в таких масштабах станет говорить о Холокосте. У нас в гостях была Соня Кошкина, очень интересный собеседник, одна из моих любимых украинских журналистов. Спасибо тебе, Соня, огромное, что пришла. А вы смотрите АТР, подписывайтесь на наши каналы там, в Ютьюбе и везде, в Телеграме и в прочих средствах массовой информации. И на мой Телеграм. Конечно. На твой Телеграм уже все подписаны. Всего доброго. До свидания.